Более 700 тысяч граждан Кыргызстана находятся за рубежом. Какие истории стоят за этими числами? Какое качество одно из самых главных для предпринимателя? Упорство, целеустремленность. Согласитесь, трудно победить человека, который никогда не сдается. Или поможет достичь успеха все вместе. Наверное, у каждого, кто ведет свое дело, есть своя история. Мы продолжаем серию выпусков программы из Санкт-Петербурга и отправились от северной столицы по южнее в Великий Новгород, город, который славится многовековой историей. У предпринимателя из Баткена Лутфула Аюбова, кажется, это уверенность в себе и в деле, за которое берется. А еще отсутствие страха. В 2000-х годах он с одной сумкой в руке переехал в Великий Новгород и начал свой путь с самых низов. У вас такая стена просто почести, столько всего. Благодарственные письма и от Думы, и от губернатора, и от мэра вот этого города, да. Вот каково это чувствовать, вот это вот все, важность? Ну, это благодаря тому, что работаем и дают благодарность, и чувствуем себе, что мы нужны нашему Великому Новгороду, Новгородской области. Гордимся этим, то, что у нас это все есть. Вот. Показываем себе пример хорошей стороны, что здесь я живу. Я очень люблю Новгород. Я здесь как будто родился и вырос. Но все равно показываю себе пример, и молодежи показываю, когда приезжает, воспитываю их, говорит, надо вести себя культурно, с хорошей стороны. И есть такие моменты, которые тоже есть. Вот, некоторые есть, которые, я не скажу, что мы все идеальные, но стараюсь. Старайтесь да. вот как раз-таки держать баланс, да, вот чтобы как бы не было вот этого. Обязательно, да? Обязательно. Звонят иногда с других, которые там суды-муды, там, будь переводчиком, потому что недавно был один, оказался потом мой родственник, очень дальний, вот там переводчиком пришел, не нашли никого киргиз, только меня звонили, говорят, надо перевести. Вот, потом в итоге вы еще и помогли, да? Сейчас помогаю ему. В итоге сейчас там адвокат работает. Есть определенная проблема, но она решается. Решается, может она решится, но это суд решит, там, как посмотрим. А скажите, пожалуйста, вот чем вот ваша организация занимается? Занимаемся укладкой асфальта, делаем сети, канализация, газопровод, водопровод, работаем То в есть этом все как раз вот ЖКХ, вот эти вот это все, я этим работы. занимаемся, да. У нас есть свои там специалисты, техники, есть определенные там лицензии на это все взято, все работаем. Работаем почти круглый год. Вот. Зимой там есть определенные контракты, летом определенные контракты, берем, планируем, идем, что мы можем, чтобы люди не простаивали, всех обеспечивают работы, плюс есть определенное много налоги, которые тоже платим, конечно, для Новгородской области, поэтому стараемся, работаем. Он не боится браться за новые направления и находит себя в отраслях, казалось бы, никак не связанных между собой. В свои года, чем он только не занимался. Сейчас мужчина руководит несколькими фирмами, развивает новый проект и даже не думает останавливаться. Наоборот, ставит весьма амбициозные цели. Приятно, когда смотришь, сам руками что-то делаешь, которое ничего нету, и с этого ничего появляется что-то хорошее, которое для нашего Новгорода, как для меня, например, вот мы делали тут, сейчас мы поедем набережной, покажу, которые мы строили, вот которые я гуляю с семьей, своей роднями и показываю, вот это мы делали, вот это мы делали. Для меня, как руководитель, как это всего, мне двойнее, тройнее приятно, что
для Новгорода, для моего, что мы для своих историй, для своих будущих детей рассказываем это всего, показываем, что мы делали, как это сделали. Потому что когда, например, в 2000-х годах, когда мы сюда переехали, у нас этой возможности не было. Было трудные времена, там деньгами были проблемы, работой были проблемы, но мы это все сами создали, увидели, видели это все трудности, которые с нуля все показывали, все строили. Тем более я работал сам, лично руками начинал, создавал то, что сейчас имеем. Начинал он свой путь с косметических небольших работ. Работали со знакомыми, предлагали свои услуги уже знающим людям. Тут все зависит, как и в любом бизнесе, от того, насколько быстро крутишься. Самореклама – это одна из главных вещей. Распространение флаеров в новостройках – самое оно. Еще нужна инициативность. Вот мы находимся как раз на вашем объекте, где вы трудились. Угу. Что было сделано, какая была работа, с какими проблемами, может, вы столкнулись? Проблемы, таких нерешаемых проблем нету. Нет. Всегда проблема решается общей. Когда руководитель области или там мэр города, или зам, архитектура, это все решается сидя общей одним командой. Что Где нет ни начальников, никого, нету, все равны, и мы решаем задачу, говорим, вот здесь делаем так, а здесь меняем, здесь подбираем, что-то там согласуем. Бывает, что время какие-то дни теряем, но мы все равно договариваемся, делаем, чтобы мы стараемся очень грамотно подойти в дело, согласовать любые вопросы, которые решаются, она решается сидя, разговорами, чашку чая, чашкой кофе, сиделись и решили вопрос и пошли дальше. Вот грамотные руководители так только могут решить, потому что это я могу, это не могу, такого у нас нету. Мы только можем, только идем вперед. В основном в наших коллективе фактически национальностей много. Скажем, киргизы, наши местные, новгородские, у меня много, поэтому таджики, узбеки, братья, все много. Разных национальностей, армяне есть, дагестанцы, чеченцы, все у меня, все работают, все в равноправии, у всех все хорошо. У нас такого нету, что там ты такой национальности, нет, у меня все в один в этой. Поэтому руководители все местные, новгородская часть, мои, киргизы. Так что таких нету проблем, что ты такой национальности, это все. Вот это все мы в прошлом году новый асфальт положили, гранит поменяли. Вот это все мы делали до того моста строили. Мы сделали очень короткий срок, это за 6 месяцев построили. За полгода все вот это вот с того моста до этого моста мы сделали за 6 месяцев. Всю инфраструктуру? Вот эту всю, да. Потому что за этот короткий срок, поэтому меня выбирают, что я быстрее работаю. Я своих братьев привожу, прошу кого-то там, договариваюсь, и таким образом мы строим. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вот за год таких вот значимых дефектов я не вижу. Значит, работаем хорошо. Да, стараемся. Однажды судьба свела его с людьми, которые вдохновили на открытие собственного дела. То, чем занимается Лутфул Аюбов, больше, чем бизнес. Говорит, что нравится видеть рядом счастливые лица, видеть людей, занимающихся любимым делом. Вот как ваш путь начался и почему Великий Новгород? Когда я жил в Бишкеке, в Кыргызстане, 97, 98, 99 и 2000 году, получилось так, что у нас тоже с Бишкека, наш земляк наш, учился здесь,
и работал здесь. Потом он приехал уже своим однокурсником. Он учился в Великом Новгороде? Он учился, закончил учебу. Когда развалился Советский Союз, он переехал обратно, ну, закончил, диплом получил, а потом в 2000 году он вернулся здесь работать. Мы ему позвонили, говорим, как так, как обычно бывает, я хочу поехать работать, там есть там, он говорит, ну приезжайте, что-нибудь придумаем. Я и приехал, и Взяли просто сумку? Сумку взяли, там вещи положили, там все ну и от этого вот и Великий Новгород для меня началась жизнь здесь. И вот уже 24 года здесь живу постоянно. Вот. И началось все то, что мы приехали, ничего не умели. Очень были тяжелые времена. Начинались работать сначала, вот мы подсобником работали, подавали кирпичи, растворы, что там приказывали, мы то делали, за это нам какие-то то время, когда ничего не умеешь, это одно, учиться еще надо было. Поэтому бывало, когда не было и денег, бывали нам вообще ничего ни денег не давали. Бывало такое, да? Обманывали. Вот мы в одном объекте, вот не в Новгороде, а в Санкт-Петербурге работали, делали ресторан. Мы работали 3 месяца там. 3 месяца работали, он давал нам на питание, мы все время говорим, дай денег, нам даже на родину отправлять, туда-сюда. Он говорит, вот сейчас будет, и один прекрасный день, но и троем были, я вот говорил, у меня был друг Даниар, там Бахрам, мы троем были. Нас, вещи наши отдал, а мы тогда ночевали на этом же объекте, на бетон стелили наши вот это рабочие одежды и спали там. Очень холодно было, это было январь месяц. Вот. Потом через 3 месяца, когда заканчивался объект, у нас тогда были документами тоже не совсем в порядке, были проблемы прописаться, не все прописывали, все боялись. Вот. И этот хозяин просто нас взял и сказал, все, уходите, я сейчас полицию вызову. Нас взял, выкинул на улицу, вещи отдал. Мы втроем, вообще у нас денег не было, пешком ходили до вокзала. Потом там, я помню, там заначки вот на дороге было, там, по-моему, в то время стоил с Питера до сюда, я даже помню, 150 рублей стоил. Сейчас около 600-800 рублей стоит. И мы приехали обратно в Новгород, без денег, без этого ничего. И как-то Всевышний дал нам еще дорогу. Там помог, там земляка чуть-чуть денег взяли, долг это, и до лета выжили. Потом, ну вот, и шпаклевали, красили, копали, ломали, такие, потом научились заработать самим. И потихоньку, и в 2003 году, четвертом году, от всего от этого я тоже работать тоже устал, там сколько лет работал, и решил заниматься вот бизнесом. Я покупал. Как пришла об этом идея? Это так получилось. Тогда получилось, я работал сам, поскольку сам умел это. Я сейчас и так умею. Я находил объекты. Потом у меня брат вернулся, сюда я его позвал, племяшки. Их поставил. Потом познакомился с определенными людьми, говорю, давайте, работа есть, давайте, я готов. Я на 3 работах работал. В то время, чтобы я домой тоже отправлял, там трудные времена были. Я в одном доме шкатурил, в одном квартиру брал, вечером до 10 работал, а в одном месте плитку ложил. Вы не 3. спали? Ну, спали мало, там, с 12 до 7 утра спали, остальное время все работали, надо было обеспечивать туда-сюда. Я еще много работал, я сам с детства работаю много. Потом, в то время только сотовые телефоны выходило там. Были, даже помню, такие телефоны, как Siemens,
такие кнопочные были. И я купил хорошие номера, в то время думал, номера, самый успешный человек, это запоминает цифры. Ты говоришь человеку, на какой номер, многие запоминают и звонят. В то время не было там записать номер, потом позвонил. У всех же было блокноты, номер писал, с него читал, а я специально это сделал номер. Продумали вот наперед, Да. И купил сотовый, и всем номер отдавал, говорю, работа будет, позвони мне. Лутфула Аюбов также состоит в кыргызской диаспоре. Теперь он объединяет всех на одной площадке, где опытные предприниматели делятся навыками и секретами бизнеса в России с молодыми соотечественниками. Отныне желающим начать свое дело есть куда обратиться за советом, где не только поддержат идею соотечественника, поделятся опытом и помогут найти инвестора. Я говорю, вот неужели у нас вот здесь в Новгороде нет, кыргызов, наверное, община должна быть, или там кафе, как обычно, мы же везде славимся гастрономией, вот вкусно покушать, и вот так получилось, что вы этнический кыргыз, который как раз-таки официально зарегистрирован. Все меня называют здесь киргизом, все, вот, например, кличка моя Киргиз. Потому что все там, например, кому-то какая-то там помощь нужна, там какому-то какая-то техника нужна, какая-то работа там сделать, или чем-то помочь. Они говорят, звони киргизу, у него есть. Там, звони киргизу, у него там есть. И поэтому все знают меня как киргиз. На сегодняшний день наше правительство, наш президент, как вы думаете, в правильном ли течении мы идем? Есть ли вот разница? И вот есть с чем сравнить вам, вот как человеку со стороны? На самом деле президент Кыргызстана сейчас очень много делает для Кыргызстана. Очень много. Его не только по телевидению, по всему уровень жизни, там как меняется в лучшую сторону, по всему, который он там говорит, или других стран прилетает, или его речи там, я же всегда это смотрю. Я только телевизор включаю, когда я только новостей смотрю. Я уже больше ничего не смотрю, потому что поскольку времени мало, есть у меня полчаса, я включил телевизор, поставил и смотрю. Да, очень много изменений, говорят, очень лучшую сторону, что меняется Бишкек, меняется страна, меняется. Это давно надо было это сделать, все равно Кыргызстана надо поднять, на мировой уровень надо поднять. Мы же не можем остаться в одном месте, надо идти вперед во всех сферах, не только все технологии, красоту и структуру, надо все менять, чтобы комфортно было для самой страны Кыргызстана, кто приезжает в столицу, сделать столицу красивее. Все вот то, что у нас сейчас сделано, и набережные, и, например, вот наш Кремль, самый, который, гостеприиматели, там внутри Кремля, наверное, еще не были, но мы, как время сейчас будет, пройдем, покажем вам. А так, конечно, я бы Кыргызстан вернулся и даже показал бы свои какие-то опыты, поделился бы. С кем-нибудь руководством бы тоже пообщался бы. Будет время, взрослеем, детей оставим, вернемся в Кыргызстан и там домой, и будем, наверное, в старости уже там как-то встречать, потому что там погода другой, здесь чуть-чуть погода такой, там погода лучше. Поэтому в любом случае вернемся в Кыргызстан. В планах у Лутфула Аюбова организовать сеть. Бывает и так, что к нам обращаются из городов России, не только из ближайшего Подмосковья. Самое главное – подходить ко всему обдуманно. Далее каждый предприниматель все равно будет действовать по своему индивидуальному плану. Уверенность в себе и коммуникабельность – основные качества, которые помогают начать любой бизнес.